Сегодня кандидат в президенты Кыргызской республики, на мой взгляд, воспринимается как расстрельная должность, учитывая колоссальный просто ворох нерешенных, накопившихся годами и десятилетиями проблем, а сегодня они приобрели небывалую актуальность, учитывая, что Кыргызстан буквально сошел с орбиты конституционности, права, законности, да даже смог в Бишкеке, то есть просто огромный снежный ком. И кандидат в президенты, сегодня это либо это какой-то мессия, либо это человек, который хочет поживиться последним, что тут осталось. Что вас ведет в очередной раз, уже в третий раз, на выборы в президенты Кыргызской республики? Это очень сложный вопрос, но в то же время достаточно легкий. Я когда-то говорил, что именно человек, которому надоела жизнь, может согласиться идти на эти выборы и тем более стать президентом Кыргызской республики. Это очень неблагодарная должность. Боже упаси, мне кажется, что даже проклятая должность. Ни один президент с момента приобретения суверенитета не имел такого авторитета или уважения, или снискания со стороны народа. Я не знаю, эта должность, наверное, не позволяет. Это с одной стороны. Но с другой стороны, к сожалению, приходят неподготовленные люди. Как вы говорите, каждый человек ставит разные цели для достижения цели. Во имя чего идет? Когда у первого президента спросили, как вы стали президентом, он говорил, я не был готов. Меня просто спустили парашютом на Белый дом. Значит, человек не был готов. Он сам себя не готовил к этой должности и не ожидал, что он станет главой государства. Второй президент тоже говорил, что я не знал, что творится у нас в центре Бишкека. Я обедал, и пришли, и люди меня толкнули вперед, и я пошел баллотироваться в президенты. Отымбаева говорила, что среди всех мужчин оказалась одна женщина. Во временном правительстве. Да, во временном правительстве, и они толкнули меня, потому что мужчины сами не могли договориться. Это она так объясняла. А потом Алмаз Шаршенович говорил, что Апче подошла, говорила, что единственный ты человек состоятельный, если ты не пойдешь, то реваншисты будут брать вверх. И меня вытолкнули оттуда, там и я пошел в президенты. А Джембеков говорил, что я даже во сне не мечтал стать не только президентом страны, но и председателем правительства. Вот. Его счастье, его друг Алмаз Шаршенович оказался президентом, и его друг хотел видеть на должности президента только своего друга. Вот так, абсолютно исключительно только случайные люди. А те люди, которые изначально понимают, куда идут, зачем идет он туда, он должен осознавать. Я о себе буду говорить. Я со школьной скамьи, наверное, готовил себя к этой должности. Тогда мы не знали, кто такой президент. А мы готовили первый секретарь ЦК Компартии Киргизии. Меня и в армии называли замполиты, большие люди, генералы говорили. Мы готовим будущего первого секретаря ЦК Компартии. Почему? Потому что я в комсомоле работал, и потом в партию вступил. Со всех сторон люди, наверное, готовят себя к какой-то миссии. Вот спортсмены с детства они готовятся стать олимпийскими чемпионами. Поэты тоже готовятся, музыканты, композиторы, они тоже готовятся, да, со школьной скамьи еще там играют и в музыкальную школу ходят. А я, наверное, сам себя где-то внутри готовил и видел свое будущее, как бы ни сопротивлялись. И родители тоже иногда говорили, лучше бы выбрал ты спокойную работу. Особенно в период, когда я был депутатом, со всех сторон выслушивали разные небылицы и критику там. Я не говорю, почему ты выбрал такой путь. Но, видимо, наверное, судьба у меня такая. Я иду туда, чтобы доказать и показать, что должность президента не проклятая должность,
А прокляты были только те, которые неподготовленные туда пришли случайно. Возможно, ради этого стоит идти туда и доказать, что тогда, когда Конституцию меняют, я говорю, проблема не в Конституции, проблема в человеке. Вы, наверное, согласитесь, кто-то говорит, что Конституция мешает бороться против коррупции. Ничего подобного. Там нет никаких преград. А кто-то говорит, что Конституция запрещает реализовать в полной мере свои какие-то планы. Это тоже полная чушь. Я хотела бы у вас спросить по поводу выплаты внешнего долга. Сегодня уже озвучивается такая цифра: 60% ВВП составляет внешний долг Кыргызстана. И высказываются разные совершенно идеи по поводу того, как его выплачивать. От самых бредовых, да, как скинуться всему населению и выплатить долг, ну, до идеи там, покрыть долг за счет экономической амнистии, доходов, полученных от экономической амнистии. Вы вспомнили про месторождение Джитымто в Нарынской области. Высказывается даже мысли продать, отдать Китаю Джитымто в счет погашения внешнего долга. Вот как вам, как кандидату в президенты, видится выход из этой ситуации с внешним долгом? Вы правы, мы богаты не только талантливыми людьми, да, мы богаты такими людьми, которые носят в себе такие бредовые идеи. Помните, один из выдающихся в кавычках человек предложил каждую область отдать под юрисдикцию или под шефство отдельных стран, таких как Соединенные Штаты, там, Япония, Германия, Англия. Но это разве не бредовая идея? Это супер бредовая. Но, к сожалению, носители таких идей сегодня управляют нами. Они пишут законы, они учат нас, как надо жить, в каком направлении надо двигаться. Это трагедия. Это не только трагедия, это и ужасный страх, который может продолжаться бесконечно. Отвечая на вопросы, там, для чего я иду в президенты, чтобы покончить такими идеями, вы абсолютно правы, что есть, сегодня нашлись люди, которые считают себя представителями власти, надо расплачиваться недрами нашей земли. Это самая бредовая идея. Потому что там не только недры, там и земля. В первую очередь это земля, там территория, там богатство нашего народа. И когда говорили один из бредовых идей, а их очень много у нас в стране, богатые, всем скинуться и расплатиться китайским долгом. Какой человек может додуматься сегодня после такой тяжелой ситуации, экономической ситуации, обратиться, чтобы они скинулись? Некоторые семьи не знают, есть ли у них хватает ли запас до конца недели. Я не говорю до конца месяца. Это страшно тяжелый год был. И обратиться вот таким вот призывом, я считаю, во-первых, это неуважение по отношению к собственному народу, во-вторых, это не совсем здоровый человек. Давайте скинемся. Если миллион граждан, это около миллиона граждан Кыргызской республики, сегодня как раз именно трудоспособное население находится за пределами нашей страны. Подавляющее большинство, около 80%, они находятся на территории Российской Федерации. Они работают, они вынужденно работают. И бюджет нашей страны 182 миллиарда. Это чуть больше 2 миллиардов долларов. Они 2,5 миллиарда долларов оттуда отправляют к нам в Кыргызстан. Получается, у нас население, которое высылает деньги в Кыргызстан, больше, чем государство может себе позволить в течение года. Это дисбаланс. И вы абсолютно правильно подметили, около 60% ВВП приходится в долговую часть нашей экономики. Это опасно? Да, опасно. Есть ли перспектива освободиться от такого бремени? Есть. Каким путем? Есть несколько вариантов. Во-первых, общество должно быть абсолютно здоровым, оно должно быть осознанным обществом, должно быть грамотным обществом, и они должны четко понимать, кто есть кто в этом государстве.
И они должны понимать, кто из представителей этого общества могут решить эти проблемы. Они должны четко понимать. Вот на кыргызском языке был задан вопрос, правильно ли поступаешь, когда ты по велению сердца или по велению разума. Но, к сожалению, у нас зачастую поступаем по велению желудка. Так, самое неизменное чувство. Что хотим мы сегодня? Мы хотим сегодня все и вся. А завтра посмотрим. Потому что мы живем сегодняшним днем. Это нормальное общество? Я считаю, что не совсем. А общество ли виновато в этом? Нет. Мы привыкли обвинять везде и во всем народ. Нет. К сожалению, есть ведущие, которые привели к сегодняшнему печальному положению вот, от, как они себя называют, элита, да? Вот это элита. Это плоды труда нашей элиты. А с другой стороны, кто формирует эту элиту? Мы с вами. Поэтому 50 на 50. И народ должен научиться вести себя ответственно. И власть должна чувствовать свою ответственность перед народом. Как я сейчас вспомнил, исходя из вопросов, как мы можем восстановить экономику? Да? Путем только договоров. Если вы помните, вы как раз были в составе этой делегации, насколько я помню, перед Россией у нас был долг 495 миллионов долларов. После двух встреч, после двух переговоров Российская Федерация пошла навстречу и полностью, как бы сказать, поточнее, чисто юридически, они списали. Они списали этот долг перед Кыргызской Республикой, проявив тем самым огромное дружелюбие, понимание. Да, мы пережили очень тяжелый период, и что значит для Российской Федерации 495 миллионов долларов? Для России ничего, а для Кыргызстана это судьбоносное решение было. Это было историческое решение. Вот точно таким же путем надо вести переговоры, надо договариваться, надо держать свое слово, и надо быть предсказуемым перед нашими внешними партнерами. Вот тогда можно добиваться очень больших успехов. А если непредсказуемо, то это будет трагедия. Я хотела бы задать вопрос в продолжении моего предыдущего вопроса по поводу Джетемто. Вы сказали о незыблемости наших границ, о сохранности наших земель, о том, что этот вопрос принципиален для вас. Но не могу не спросить вопрос, который у значительной части населения всплывает при упоминании вашего имени. Вы уже устали комментировать этот вопрос. Но вы знаете, у народа у нашего такая цепкая память, я думаю, вы сами это ощутили вот 6 октября на площади, когда стоило кому-то выкрикнуть из толпы «Кыркыра», и тут же какая-то агрессия всколыхнулась, да, и тут же вот полезли там какие-то провокаторы. Но никуда не денешься, поэтому я хотела бы вот какой вопрос вам задать. Вы были Турагаджи Гуркукинеша, когда было ратифицировано соглашение по этому участку, Кыркыра. Была ли у вас возможность принять другое решение на тот момент, будучи спикером, или это решение было предопределено? Во-первых, это соглашение было подписано еще в 2001 году. Оскар Акаевичем и Нурсултаном Абишевичем. Это раз. Второе. Мы существенно изменили первоначальное соглашение. Республика Казахстан еще в 2001 году сразу ратифицировали. Они ждали с нашей стороны. У нас возникли ряд вопросов. Я создал специальную группу во главе заместителем Төрага Чолпан Турсуновны Баиковой. Потому что опытнее ее человека найти трудно. Именно в юридических вопросах, межгосударственных правовых отношениях. И в состав включили всех практически депутатов, которые были избраны из Иссык-Кульской области. Мы проводили собрания, заседания местных сельских советов, сельских айлы кеңеш, депутаты. Депутаты айлых кеңешей однозначно и единогласно поддержали решить этот вопрос. Именно так, как мы предложили.
Недавно профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук Александр Львович Кобринский, выступая, говорил, что между Кыргызстаном и Казахстаном вопрос решался именно вот таким образом, причем 2 раза пользу получил кыргызская сторона, без единого выстрела. Это как раз он, да, это как раз выступал, когда между армянами и азербайджанами был большой конфликт, большая человеческая трагедия. И таких политиков, как Адахан Кимсанбаевич, практически в СНГ мало, их не осталось. Это оценка доктора исторических наук, профессора Льва Кобринского. Вот, прошу прощения, Александра Львовича Кобринского. Вот это и есть оценка извне. Без эмоций, без каких-нибудь перетягиваний каната в ту или иную сторону. И покойный ныне Чувак Аджи, он известный ученый в сфере религии, теолог, и как человек, как и очень активный общественный деятель. Он, выступая, говорил, его часто приглашали в Узбекистан, Казахстан, в Россию. Он очень часто пропадал в Российской Федерации, в областях, где наши временно проживающие люди приглашали его, и в Америку приглашали. И он однажды рассказывает, по телевидению я смотрел, в Казахстан его пригласили, там многочисленный народ собрался. Вот после его проповеди он почувствовал возмущение казахской молодежи. И он услышал, что вот это несправедливо, что наша власть, наши земли передали кыргызам. И он интересовался, какую землю передали. А все казахи уверены, что Каркыру казахская власть передала Кыргызстану. Вот там они считают так. А у нас считают совсем по-другому. Единственная истина, историческая правда, она восторжествует с того дня, с той минуты, как только Мадумаров уйдет из большой политики, все станет на свои места. Как говорил Иосиф Сталин, после моей смерти всякую грязь, мусор будет валить на мою могилу, но великий ветер истории разнесет и всех расставит по местам. Адахан Кимсанбаевич, давайте вернемся опять к теме предстоящих выборов. Мне вот что интересует. Вот по словам независимых юристов, ЦИК сегодня имеет все основания для того, чтобы отменить регистрацию кандидата в президенты Садыра Джапарова, учитывая явные нарушения при отмене обвинительного приговора. Как вы считаете, это вообще возможно? Это возможно всегда постфактумом. Вот, когда его обвинили. Когда его освободили, то же самое освободили. У нас, к сожалению, судебная система, судебная ветвь власти, она не способна защищать себя. А как они будут спасать права простых граждан, если сегодня председатель Верховного суда, она сама себя не может спасти? Но при этом 35 судей Верховного суда, они все молчат. Ведь этот бардак всегда творилось при молчаливом согласии нашей интеллигенции. При молчаливом согласии вот этих вот людей, которые потом начинают возмущаться после того, как станет уже поздно. Ведь президентов Кыргызской республики в первую очередь кто поддерживал всегда? Судьи, молодцы, и так называемые герои Кыргызской республики, и народные поэты, народные писатели. К сожалению. Но меня радует, что в этом году, уже в прошлом году, в 2020 году, Ассоциация интеллигенции Кыргызской республики жестко выразила свою позицию. Вот как раз мы возвращаемся к первому вопросу. Я чувствую, или что среди народа, общества какая-то тенденция идет, начинает просыпаться, да, от такого тяжелого сна. И Ассоциация интеллигентов Кыргызской республики, они жестко сказали. И юристы в этом году никогда такого единого мнения по отношению к Конституции не было. А в этом году какое-то единение. Это каким-то образом, я не знаю, что происходит, но уже приходит осознание, и люди начинают уже
говорит о тех пробелах, которые существовали, и, возможно, это общество изнутри разъедало. Это что? В первую очередь, это чинопочитание, это коррупция. Вот буквально, вчера все бегали за партию Биримдик и Мекенем Кыргызстан. Все руководители, все те банкиры, которые банковали, которые платили деньги, сегодня бегают за Садыром Джапаровым. Но где у них вера, где у них убеждения? Нет, оказывается, ни веры, ни убеждений. Им бы лишь бы По шаблону. да, лишь бы понравиться кому-то. У кого сегодня власть? У этого ребенка, у этого человека. Так, давайте мы его будем поддерживать. Завтра придет вам, вы от них не можете отбиться. Потому что они привыкли так. Они привыкли. Им так легко. Они так живут. Я в прошлый раз, отвечая на вопросы коллеги, я говорил, у Высоцкого что было? Собака, которая всю жизнь жила в ошейнике, без ошейника чувствует себя дискомфортно. Удивительное сравнение. Ну, очень точное. Очень точное. А у нас вот эти вот думающие, мыслящие и работающие, деятельные люди, они всегда ищут какого-то ошейника. Вот кандидат, чье имя мы уже упомянули, он проигнорировал дебаты. Завтра очередной тур состоится в эфире государственного телеканала. Вы будете участвовать. Возможно, придет и кандидат Садыр Джапаров. Как вы считаете, почему он избегает участия в публичной дискуссии, в дебатах? И ожидается ли его участие завтра? И что бы вы у него спросили? Какие бы слова вы ему адресовали сегодня? Во-первых, я заочно не хочу ему задавать вопросы. Конечно, чтобы он имел возможность к ним подготовиться. Нет, заочно не общий хочу. посыл. В любом случае, да. Вот, его ответ, когда журналист спрашивал, почему он не явился, на кыргызском языке отвечал, что я не люблю какие-то там склоки, там какие-то разборки. И вместо того, чтобы там с оппонентами разговаривать, я лучше буду с народом встречаться. Дорогой мой, не надо лукавить. Не надо лукавить. Если ты хочешь встретиться с народом, то уважь этот народ и явись. Потому что это требование предвыборной кампании. Это будет ждать 6-миллионная аудитория нашей республики. Не только наша страна будет смотреть, это будет наблюдать и соседние страны. Но искать какие-то там ответы, которые абсолютно не соответствуют действительности, не надо. Тем самым ты еще раз унижаешь себя и обманываешь народ. И теперь говорит, что в этот день у меня была встреча где-то там. У нас тоже были. Поэтому Центральная избирательная комиссия заранее раздает, чтобы мы знали. Мы планировали свои встречи и именно исходя из этого графика. Мы все бросили, приехали. А этот человек, видите ли, он небожитель, не хочет спуститься. И считает, наверное, недостойным для себя, чтобы со своими оппонентами выяснять какие-то там вопросы. Я считаю, что это сверхнеуважение, в первую очередь, своим избирателям. Я не говорю своим оппонентам. Нет, Боже упаси, мы не требуем от него уважения. Он показывает, как относится к народу. И я считаю, что это не обязательность. Он привык нарушать законы и конституцию, а это тоже положение. Положение разработано Центральной избирательной комиссией. Надо подчиняться? Надо. Вы думаете, мне нравится? Нет, но я подчиняюсь. Я хочу быть законопослушным человеком и перед телезрителями ответить на те вопросы, которые интересуют наших избирателей. Алихан Кенсамбаевич, в одном интервью вы подчеркнули, что вы в политике волк-одиночка. Опыт прошлых лет вам уже подсказывает, что не стоит вступать в какие-то тандемы, альянсы. Ваш путь такой одиночный политик. Да,
Вдвойне меня удивило то, что 4 кандидатов в президенты Кыргызской республики, и вы в их числе, заявили о намерении объединиться и даже в случае второго тура выставить от этой четверки единого кандидата. Вот немножко мне это непонятно, почему вы решили вот в составе этих 4 кандидатов как-то объединиться. И коль скоро вы принципиальны в определенных вопросах, почему тогда это вы не сделали это раньше, до начала предвыборной кампании, и точно так же не определили вот одного кандидата, который пойдет на выборы? Во-первых, каждый из нас, когда выдвигался, мы думали, что выборы будут проходить именно строго в соответствии с Конституцией. Но, к сожалению, сегодняшние ребята, они не знакомы ни Конституцией, ни конституционными законами. По Конституции исполняющий обязанности президента не имеет права баллотироваться. И мы обратились к Центральной избирательной комиссии. Наше обращение было проигнорировано. Мы теперь, после того, как Верховный суд заявил о том, что его судимость не погашена, а это еще больше дает возможности, чтобы этот человек не имел права баллотироваться. Мы обратились Бишкекский суд административный. Тоже получили отказ. Мы понимаем, мы прекрасно, блестяще понимаем, какова перспектива нашего обращения, ходатайства. Мы великолепно знаем. Но мы это делаем для чего? Для того, чтобы, во-первых, показать следующему поколению, подрастающему, что надо поступать именно всегда так, как звучит закон. Мы должны быть рабами закона. Не нравится закон — меняй. Но меняй, соблюдая полную процедуру, которая расписана. Второе. Игнорируя вот эти вот положения, он идет. Раз идет, тогда мы говорим: ребята, кто бы из нас не стал президентом, то в любом случае мы будем законопослушными, в отличие от Джапарова, который полностью игнорировал все и вся. Он говорит: я буду баллотироваться как простой гражданин. А простой гражданин у нас проживает в государственной резиденции. Простого гражданина охраняет Государственная служба безопасности. В статусе кандидата продолжает проживать в государственной резиденции? Он и проживает, он и разъезжает, он и пользуется со всеми благами. Его и охраняет. Для него собирают все руководители области и районов, все государственные учреждения, включая директора школы, главврачи районных и областных больниц. Они все бегают туда. Вот вчера распространился видео в Алабукинском районе. Там организовали большой УЛАГ, и там выступает, как мне доложили, замначальника РЭУ, что ли там. Он человек, государственный человек. Он обращается: кого будем поддерживать, для чего мы сегодня собрались. И он открыто, публично призывает всех голосовать за Джапарова. Центральная избирательная комиссия не видит это. Генеральная прокуратура не видит это. Генеральная прокуратура, которая усмотрела, что я не имел права встречаться с нашими соотечественниками в Москве, то, что под носом творится, не видит. Грош цена такому генеральному прокурору. Ведь общество уже начинает понимать. Кыргызстанцы изо дня в день начинают понимать, что это афера. Если сегодня он нарушением Конституции идет, еще не будучи президентом, то что станет, когда станет президентом? Вот этот вопрос уже, к сожалению, мало времени остается. Все больше и больше населения начинает понимать. Уже нету таких троллей, которые там при упоминании только фамилии начинали там кричать и орать. Уже нету. Почему? Потому что приходит уже осознание, уже приходит понимание. Дай Бог, чтобы очень мало времени остается, чтобы осознание быстрее пришло. Еще больше. Проблема не во мне, проблема не в другом кандидате. Я говорю, везде выступая, говорю: не надо за меня голосовать. Голосуйте за свое будущее. Голосуйте за законность. Голосуйте за порядок. Иначе будет бесконечный хаос, будет продолжаться. Боже упаси
от такой перспективы. Остается буквально несколько дней до даты президентских выборов. Референдум назначен на это же число 10 января. И вы знаете, в обществе такие вот мысли гуляют, в основном основанные на страхе. Люди боятся и с тревогой ожидают предстоящих выходных, потому что они уже научены. Исход голосования, проигравшая сторона, проигравшие силы, недовольные решением, недовольные исходом голосования, выборов, идут на баррикады, начинается опять вот эта вот лихорадка, беспорядки, да, ну вот, в общем, опять какая-то вот неопределенность, турбулентность в стране наступает. Вам каким видится следующий день после выборов? Поделитесь прогнозом. Вы знаете, это все зависит, с одной стороны, от власти, с другой стороны, от народа самого, от нас самих. Если народ будет добиваться своего, неважно, за кого будет голосовать, самое главное, чтобы они пошли, проголосовали и защитили свои голоса. Каким образом? Участковые избирательные комиссии по требованию хотя бы одного наблюдателя обязаны проводить ручной подсчет. После ручного подсчета они должны составить, как это называется, как постановление. Там должны быть подписи всех членов или хотя бы больше половины членов участковых комиссий. Вот этот протокол, заверенный печатью, это основной документ. Это основной. Больше никто не имеет права менять, какие-то там поправки вносить туда. Все. Каждая участковая избирательная комиссия, каждый представитель кандидата должен добиваться, чтобы он взял именно этот протокол, заключительный протокол. Добившись этого, мы можем каким-то образом воспрепятствовать, чтобы они не химичили в Центральной избирательной комиссии. Иначе идет голосование по-своему, а итоги показывают по-другому. Вот смотрите, в Российской Федерации сколько миллионов избирателей? Около 100 миллионов. В Турции около 60 миллионов. В Соединенных Штатах более 200 миллионов. В 8 часов закрываются избирательные участки, в 8:05 выходят такие первоначальные итоги. Буквально через час становится известно, кто выиграл. В течение часа. У нас сколько миллионов избирателей? 3 миллиона с хвостиком. На выборы приходит 1 600 000 1 800 000. И сколько мы считаем? 10 дней считаем. Они 100 миллионов считают за 10 минут, а мы 1,5 миллиона считаем 10 дней. Для чего дается 10 дней? Хотя бы предварительные итоги они не будут делать. Вот это время остается для того, чтобы переделывать, вносить какие-то там поправки. Для этого делается. Почему наши боятся отказаться от этой корейской системы? Потому что там есть возможности каким-то образом повлиять на итоги выборов. Если мы, народ, общество будет контролировать, у нас будет все спокойно. Если каждый из нас будем равнодушны, тогда власть может делать все, что угодно. А та часть, которая будет возмущаться, это не совсем и не всегда плохая часть нашего общества. Они ведь требуют. Они требуют свои конституционные права. Я призываю, чтобы каждый гражданин проявил свой гражданский долг, почувствовал свою ответственность и пошел проголосовал. Неважно за кого, но лишь бы ты иди, выполни свою миссию. Это твой долг. Ибо ты решаешь будущее своей страны. Не оставайся равнодушным. Будь активным участником. Ты сам свою судьбу
делай так, как ты хочешь. Это ведь хорошо. А почему мы так безответственно относимся? Это уже другой вопрос. Адахан Кинсабаевич, у меня вопрос опять про политику. А, Вы сказали такую фразу, когда говорили о президентах, которые вот как парашютисты спускались и ну, оказывались, да, в кресле президента. Вы сказали, реваншисты вернутся. Ну, вспоминая, да, Атамбаева напутствие «иди в президент», потому что Атамбаева реванш... так говорила. Да, Атамбаева говорил. Так вот, сегодня, особенно в соцсетях, очень активно обсуждается этот вопрос. Об этом косвенно указывают различные назначения, какие-то фамилии, имена всплывают, ну то есть какие-то вот косвенные совпадения, а может быть и нет. Вам самому как кажется, я почему вас спрашиваю, все-таки вы работали в команде Курманбека Бакиева, вы сейчас видите признаки того, что вот возвращаются люди экс-президента? Вот как раз отвечая на кыргызском языке, говорил, проблема не в том, что надо делать иллюстрация или не иллюстрация. Проблема, при ком ты работал, неважно, что ты делал, чем занимался. При Акаеве работали достаточно грамотные, нормальные люди. Не надо всех отождествлять с какой-то персоной. При Бакиеве тоже работали нормальные люди. Но есть присмыкатели, были присмыкатели, как раз и они толкнули. Я об этом Курманбек Сарычу не раз говорил. И Аскар Акаевичу тоже говорил. Я с трибуны говорил, Аскар Акаевич, вот таких, которые в открытую критикуют, не бойтесь. Вы бойтесь от своего. Некоторых людей назвал, которые сидели в зале. Это было публичное выступление. И публично Курманбек Сарычу тоже самое говорил. И публично эти же слова говорил и Алмаз Шаршенович. Публично говорил. История показала, доказала. Вчера обнимались, ходили, да? Чуть ли каждый день, если вместе чай не пили, они не могли заснуть. Так? И что? Как только Атамбаев ушел, какими словами подарили Алмаз Шаршеновича? Самый его близкий друг, я помню до сих пор, я не верю своим ушам, говорит, Алмаз Шаршенович нас пугал, терроризировал, так, и заставлял принимать такие законы. Вы помните, кто это говорил? Весь кыргызский народ помнит, наверное. Великолепно помнит. И этот же человек стал близким советником Джеймбекова. И вот этот человек сегодня является одним из главных советников Чапарова. Им безразлично, кому служить. Им самое главное, был человек, который, он, чтобы находился ближе всех к телу и присосался. Вот такие пиявки политические как раз, как бы повежливее выражаться там, уничтожает нашу страну, к сожалению. И достаточно трезвый, ответственный, зрелый человек в отдельности, а общество в целом должны понимать, должны как-то сортировать, кто есть кто. Посмотрите, у Турдакуна Мусубалевича было больше власти, чем у Акаева. Наверняка. А этот человек свою власть использовал исключительно в интересах республики. У Абсамата Масалевича было больше власти, чем у Бакиева. Да, безусловно. Безусловно. Но ни у Мусубалиева, ни у Масалиева сегодня ни одного комка нету. Так? Ни одной сотки земли нету в собственности. Они что оставили после себя? Доброе имя. Поэтому я говорю, проблема не в Конституции, проблема не в законах, проблема не в том, как называется президент, премьер, спикер, неважно. Проблема не в системе, проблема в самом человеке. В самом человеке. Куда поведет, как поведет. Ведь систему не меняли римские императоры. Они не меняли. Цезарь оставался Цезарем.
И смотрите, Гай Юлий Цезарь что сделал. И посмотрите потом, Нерон что сделал. Калигула чем занимался. Цари тоже бывают разные. Смотрите, Петр I что сделал? Так? А Павел что сделал? Огромная разница. Поэтому есть такое понятие роль личности в истории. Это от личности зависит. Сталин что сделал? Пришедший на его место Хрущев что сделал? Посмотрите, Андропов буквально за 1 год что сделал для Советского Союза? А Горбачев что сделал? Развалил. А что, другая конституция была? Та же конституция. Другая система была? Та же система. Опять-таки от человека зависит. Мы должны научиться выбирать человека. Не надо ссылаться на какие-то там книги там, под названием Конституция. Нет, ничего подобного. Абсолютно. Мы должны научиться выбирать человека. Распознавать человека. В этом трагедия. У нас есть вопрос от зрителей соцсетей. Многие говорят о криминале во власти. Как вы, как кандидат в президенты, намереваетесь с этим бороться? Криминал во власти. Многие задавали мне вопросы, что как вы будете бороться против коррупции. Я не буду бороться против коррупции, я просто буду уничтожать эту коррупцию. А как можно уничтожать эту коррупцию? У меня девиз: сам не беру. И другим не даете. И другим не дам. Сам не требую и от других не потребую. Сам не буду воровать и другим не дам воровать. Вот это элементарная формула. И у нас и коррупция, и криминал в одночасье исчезнет. Поверьте мне. Потому что государственная машина в любом случае сильная машина. Ведь какие-то криминальные структуры начинают диктовать целой стране. Это позор. Это позор. А если люди, которые пришли к власти именно благодаря вот этим вот людям, они будут по жизни обязаны. Поэтому надо выбирать. Кого выбирать? Есть еще вопрос от зрителя, озвучу его. Нурланбек спрашивает: медицина и образование у нас на дне, дальше некуда. Какое видение и планы на то, чтобы их поднять? Действительно, у нас последний год показал, что у нас народ может самоорганизоваться и лечить самих себя, самоорганизоваться и на дистанционке учить, обучать своих детей. У нас даже можно, самоорганизовавшись, защитить самих себя, да, практически армия не нужна. Все можем сами, самоорганизовавшись. А что делать? Так не должно быть. Государство тогда нам. Бравые генералы-то убежали. Так? И наши горожане, они самоорганизовались, как вы говорите, и они защищали. А отпор вот этим вот уличным хулиганам давал только сам народ. Милиция исчезла, запаха не было. Они, оказываются, сильны тогда, когда все спокойно, все мирно. А вот в столь тяжелое время они исчезают. Наталья, в первую очередь мы должны поднимать уровень образования. Мы должны восстановить эту систему. Именно советскую систему образования. Именно великолепная система. Вот сейчас Великобритания не стесняется. Они уже принимают советскую систему образования. Они поняли, что болонская система образования, она губительная. А у нас при Советском Союзе какая система была образовательная? Это романо-германская. И юриспруденция романо-германская, не англиканская. И образовательная система. У нас была великолепная система здравоохранения. Вот Россия за столь короткое время, восстановив вот эту систему, это самая успешная страна, которая боролась против ковида, против коронавируса. Смертность практически самая низкая во всем мире. Так? В Российской Федерации. На душу населения. И мы должны воссоздать и восстановить эти системы. А я уже сколько лет подряд говорю, надо вернуться нам назад. А многие меня пинали за то, что многие призывают вперед, а Мадумаров говорит назад. А я почему говорил, что нам надо вернуться назад? Назад — это значит советская система образования, советская система здравоохранения, советская система социальной защиты, социально уязвимой части населения и советская система страхования. Это великолепная система. Не надо велосипед изобретать, нам надо просто восстановить то, что, к сожалению, за 30 лет потеряли.
Я нисколько в этом не сомневаюсь. Поэтому ваш вопрос как раз относится к той сфере, о которой я говорил. Оказалось, что кыргызское здравоохранение, оно никчемное. Человек болеет и вызывает, а они отказываются. Они не приезжают. Они не оказывают помощь. А вдруг у тебя, говорит, коронавирус? Дорогой, для этого и приглашает тебя. Узнай, поставь диагноз. Нет, говорит, давайте, у вас какие болезни были? И начинает по телефону тебе рекомендовать. Это разве система здравоохранения? Раньше, Наталья, по городу едешь, очень известных вот этих вот лобных местах, как раньше выражались, говорила, здоровье нации, богатство государства. Вот девиз. Здоровье нации, богатство государства. А сейчас какие лозунги висят? Бери, хватай, беги быстрее. Вот так. К сожалению, ценности они поменялись. Мы хотим восстановить вот это все. И как бы ни критиковали меня, я абсолютно убежден и такой твердый сторонник именно советской системы образования, здравоохранения и культуры. Адахан Кимсамбаевич, вот мы, оказывается, 1,5 часа уже с вами беседуем, да, Пора время заканчивать. пролетело незаметно. Ну вот в конце нашей беседы я бы хотела вам задать такой вопрос, и если можно, вот открытый микрофон на 2 языках, хотелось бы услышать ваш ответ. Сегодня в Кыргызстане практически у каждого чемоданное настроение. И, наверное, вот парадокс в том, что уехать хотят и планируют не только бедные, которые вынуждены выживать, но и богатые люди тоже. Распродают бизнес, отказываются от идеи вкладывать здесь деньги в Кыргызстане. Все. Ну, люди не видят будущего. Наверное, хуже, чем сейчас, мне кажется, никогда не было. Вот обращаясь к вашему избирателю, да просто к нашим зрителям, что бы вы могли сказать сегодня? Вселить надежду? Ну, вселять надежду сейчас каждый может. Но чтобы эта надежда была реальная, убедить, это очень тяжело, очень трудно. Многие, даже мои близкие, знакомые, друзья, они тоже иногда хотят махнуть рукой и говорят, бесперспективные. Многие говорят, зачем тебе бороться, ты же знаешь. Но я не могу равнодушно там лицезреть, что творится в нашей стране. Не могу быть равнодушным. Единственное, я призываю всех не быть равнодушным. За свое счастье надо бороться. Именно здесь. Нам хорошо только здесь, и нигде так лучше не будет. Если мы того хотим. Давайте объединиться, давайте бороться вместе, давайте восстановить законность, давайте будем строить наше общество так, как мы хотим, а не так, как кто-то хочет. Ведь на кыргызском языке говорят, да? Почему ты его поддерживаешь? Не знаю. Мне говорят. А ты сам что думаешь? Ты, собственно, как человек, способен принимать решения? Я же говорю, к сожалению, вот это начинает нами управлять. Как этот московский профессор говорил, нетократия. От слова интернет. Да. А здесь что пишут? Говорят. А на кыргызском многие говорят. Айто, деди деватат, если так перевести, говорят, я так слышал, так передали, а ты сам, как человек, как лицо, как личность, что ты сам думаешь? Не знаю. А кто будет знать за тебя? Ты же кушаешь сам за себя, но и принимай решение за себя. Вот, к сожалению, это очень больное место наше. Человек не способен самостоятельно принимать решения. Это как бы инерция. Или там многие так хотят. Или я так слышал. К сожалению, мы за последние десятилетия не стали воспитывать. Вот это как раз и болонская система образования. Болонская система образования, знаете, вот она отличается чем? Вот, допустим, это стакан. Вот этот стакан, если ты попросишь, дайте мне воды, вот ведущий, он не может подать воды. Потому что для этого есть человек, персонал там есть. А ведущий должен только пригласить его и попросить подать воды. А у нас, вы знаете, лор, врач, спокойно мог осмотреть
у человека, скажем, там глаза. Да? У человека или какие-то там вывихи. У нас были разносторонние люди. А Болонская система воспитывает, готовит только менеджеров. Как Задорнов выражался, менеджер. Если ничего не умеешь, что тебя называют менеджером? Так что он абсолютно прав. Я сейчас вспомнил,